Хотите узнать, как после 40 и старше оставаться бодрым пацанчиком и перестать общаться с экраном компа или телевизора? Тогда это видео вам подходит. Всем привет! Вы на канале Психология без фанатизма, а значит с вами я, Фомин Никита, и мой несменный соведущий Мистер Спич. Тема: топ-7 способов, как не соскуфиться. Ребят, часто происходит, что после экватора жизни многие мужчины начинают сдуваться, ведут более домашний образ жизни. Из последних достижений только пивной живот да грыжа от долгого лежания на диване. Но все это можно исправить, стимульнуть свой организм и психику. Погнали разбираться как. Первое. Уровень гормонов. Ребят, но если у вас что-то не так с уровнем гормонов, и поэтому вы, может быть, воспринимаете себя каким-то ленным, или вот это популярное новое слово, то что я так часто прокрастинирую. Но на самом деле в организме все взаимосвязано. Идите в первую очередь, не надо обращаться ни к каким шаманам, не нужно себе ставить уже какие-то вердикты и называть себя самым ленивым существом на планете Земля. Просто первым делом идите, сдайте анализы, обратитесь к терапевту, к эндокринологу, он вас направит, там всякие штучки вам порекомендует, вы просто поднимете уровень гормонов, и само ваше тело затикает, а вас еще будет не остановить. Вы еще потом будете говорить мне: Никита, откати меня обратно. Поэтому, ребята, ни в коем случае не паникуем, а в первую очередь просто проходим медицинское обследование и повышаем или стабилизируем уровень гормонов. Второе. Физическая активность. Ребят, эти два пункта, они очень взаимосвязаны. Когда человек делает физическую активность, в нем и гормональная система начинает работать нормально. Поэтому мы наблюдаемся у врача, он нас там подлечивает. И, понимаете, но чудес же не бывает, поэтому все равно для того, чтобы что-то выработалось, нужно сделать какую-то нагрузку или интеллектуальную, или физическую. Поэтому обязательно тоже начинаем, ходим в спортзал, качаемся, смотрим за другими парнями, как они приводят себя в порядок, как они могут выглядеть в таком возрасте. Смотрим за девчонками, которые подкачаны, это тоже добавляет дополнительного стимула. Понимаете, о чем я? Да, ребят, но это тоже, конечно, важно. И в окружении классных, красивых, целеустремленных людей вы тоже будете напитываться от них и будете хотеть стать такими же, и будете трудиться над своей личностью. Третье. Обучение. Ребят, часто происходит, что в районе 40 мы уже достаточно хорошо освоили какую-то профессию, специальность, и все, нам становится скучно. И мы уже начинаем чахнуть, как тот цветочек, которого не поливали 30 тысяч лет, и он стоит уже на подоконнике. Поэтому, чтобы идти вперед, нужно постоянно получать какие-то новые знания. Даже если в этом вот сейчас на данный момент нет никакой-то прямо уж реальной необходимости, как вам кажется. И это никак не выразится, к примеру, на уровне вашей зарплаты. Ребят, вы все-таки постоянно забываете о том, что мозгу, как и всему остальному, тоже нужны постоянные тренировки. Если он изо дня в день делает одни и те же операции, он расслабляется, он становится квашней. А когда вы начнете его опять стимулировать, когда вы будете обучаться, безусловно, перед ним будут стоять новые задачи, он сам будет ваш организм приводить в тонус, потому что ему будет интересно, ему нужно будет развиваться, и это будет вас стимулировать, будет делать вас энергичнее. Кстати, на обучении тоже девчонок много, не меньше, чем в зале. Ну да, и, конечно же, мистер Спич опять прав. Четвертое. Общение с детьми и подростками. Понимаете, часто происходит так, что мы уже к 40 годам уже наработали какой-то социальный статус, и вот он уже Сергей Николаевич, очень важный человек, сидит в кресле, и, понимаете, он уже не может выйти из этого образа, а этот образ заставляет его быть одинаковым изо дня в день. И поэтому я рекомендую вам побольше общаться с вашими детьми. Если нет ваших детей, то, допустим, вы можете начать вести какие-то курсы, вести какие-то лекции, побольше общаться с молодежью, потому что именно она все-таки переведет вас еще в другое состояние, когда вы станете более игривым, более любознательным. Молодежь, которая расскажет вам новые вещи, новые тренды, которые сейчас существуют в мире. Конечно же, это поможет вам взбодриться, конечно же, это сдует с вас налет пыли, и вы станете моложе, вы станете современнее. И, в принципе, вы будете таким, знаете, метисом, который знает
культуру одной страны и культуру другой страны. Вы всегда будете в курсе всех событий, в курсе и актуальным для двух миров, и для вашего поколения, и для более молодого. Это поможет вам в коммуникации умело и доставать одни или другие темы для разговора. Пятое. Сменить круг общения. Зачем что-то менять? Да нормально мы с мужичками по пятницам в гараже подбухивали. Вот, о том и речь, ребята, что вот эти все уже традиции олдскульные, я не могу сказать, что это полностью плохо. Конечно, иногда прикольно собраться старой компанией, о чем-то поговорить, но когда это прямо тянется из пятницы в пятницу, когда это тянется прямо из года в год, у вас уже даже нет каких-то тем интересных, вы обсуждаете одно и то же. Все это больше перерастает в какую-то бытовую алкоголичную пьянку, вы уже просто с друг другом больше тявкаетесь и выясняете отношения. Это как застойная вода, это болотина, из нее нужно выбираться. К тому же, если вы уже почувствовали, что вы начинаете скуфиться, явно тогда, значит, в том числе в этом виновато еще и ваше окружение. Я не предлагаю вам полностью снимать ответственность с вас, но все-таки окружение тоже оказывает большое влияние. Поэтому, ребята, в этом мире все равно, по большому счету, каждый сам за себя. Вы никого не предаете, вы просто идете дальше, и вы хотите развиваться, это совершенно нормально. Но хотите оставаться в прежнем контексте, опять же, ваш выбор. Тогда просто выключайте это видео, продолжайте жить своими ритуалами. Шестое. Ставьте новые цели. Ребят, я сейчас не шучу, я читал там супер умного, замудрого дядечку по этому поводу. Безусловно, понимаете, все мы все равно являемся какими-то фигурками в большом замысле Вселенной. И вот этот сверхумный дядечка говорил о том, что пока люди реализуют свои эволюционные задачи, они меньше подвержены старению. Так вот, для женщин что самое главное? Это рожать детей и воспитывать. Для мужчин, кстати, тоже, да, передавать знания очень важно, но еще очень важно на любом возрастном этапе продолжать планировать и ставить какие-то новые цели, пытаться добиться чего-то нового, потому что вот это именно планирование, оно как будто бы не дает организму возможности угасать, и он все время стремится куда-то вперед, потому что как мы вообще в этом мире как все устроено. Сначала идет мысль, потом действие, потом результат. И если вы по этой формуле идете, вам что-то нужно, вам что-то хочется, что-то узнавать, чего-то достигать, тогда сама эволюция к вам благосклонна, и она сама непосредственно будет давать вам нормальные физические кондиции, и вам самим будет интересно жить в этом мире. Мистер Спич, что там еще осталось? Сегодня так мало говорил, давай, подскажи что-нибудь. Секс! Седьмое. Секс. Ребят, мистер Спич у нас говорит мало, но очень четко и по делу. Да, действительно, с этим нельзя не согласиться. Это очень близко с тем пунктом, который мы рассмотрели только что, про то, что нужно ставить новые цели. Очень близко в том плане, что и в этом пункте мы соблюдаем эволюционные задачи. Размножение – это тоже одна из наших эволюционных задач, поэтому мы на любом возрастном этапе должны об этом думать. Я не имею в виду, что вы обязательно должны сейчас как бык-осеменитель рожать большое количество людей, но воспринимите, во-первых, секс, я имею в виду, да, это физическая штука, вы физическим сексом должны постоянно заниматься, тогда вы будете чувствовать себя бодрым, тогда вы будете чувствовать, опять же, большое количество манков в жизни и к ним стремиться. А еще секс – это большая энергия. И если у вас все хорошо с гормональной системой, все хорошо с психикой, не обязательно на каждую проходящую симпатичную женщину набрасываться. А что это не обязательно? Если без мужа можно? У каждого своя позиция. Просто секс еще воспринимайте как либидо. Многие академические психологи, многие самые гуру в этом направлении говорят, что секс – это чуть ли не самая первая движущая сила. Поэтому, ребят, воспримите ее просто не обязательно, не непосредственно как половой акт, а просто как либидо, просто как энергию, которая побуждает вас действовать, побуждает вас улыбаться с утра прохожим, побуждает вас становиться лучше, потому что, по большому счету, все, что мы делаем, это для того, чтобы получить доминацию и признание самочек. Поэтому секс – это очень важно. Поддерживайте достаточно стабильный уровень сексуальной активности.
Ребят, обычно я подвожу итоги и перечитываю все пункты, которые были задействованы в этом видео. Но сегодня, чтобы вы окончательно не соскуфились, я хочу, чтобы вы это сделали сами. Потренируйте лишний раз вашу психику, а именно ее функцию память. Народ, пишите свои комменты, что вы думаете об этом видео. Пишите сюда, на YouTube, пишите в телегу, давайте разбираться вместе. Нам очень важно ваше мнение. Все, ребят, чао. Это была «Психология без фанатизма». Залетайте еще, мы вас ждем. А пока подписывайтесь и пальцы вверх.